Тарарарай. Тарарарай. Свеженького бензина привез. Клапаночек открываем. Ну что, друганчик ты мой, как ты тут без меня? Весь в паутине. Хозяин, скажи, оставил ты меня, да? Сейчас помоемся. Все будет ништяк. Ну что ты? С первого раза порадуешь меня? Оп, оп, оп. Красавчик. Чё кого? Пока нам не надо, да? Пока нам не надо. Так, ребят, всем привет. Ну что, лето, ребят, не задалось, от слова совсем. Ну, в принципе, можно сказать, по погоде даже и пускай даже так. Ну, вот эта жара, она не нужна. Но, ребят, нет реки, нет воды. Точнее, вода есть и очень много. Были моменты, переживали, когда у нас тут все пересыхало. Проехать невозможно было. Сейчас страдаем от того, что, ребят, третье уже наводнение. Ну, половодье, так скажем, да. Очень сильно река поднимается. Весенняя, июньская и вот сейчас уже в июле. Ну, сейчас оно вот благо опять начало спускаться. Опять что-то как-то, какие-то телодвижения. Начали рыбаки опять что-то как-то двигаться. Правда. Ну и в общем, я сегодня с таким хорошим денечком решил тоже прокатиться, посмотреть, что вообще, как обстановка. Понятно, что на реке там частенько приезжаю, ребята фотографии скидывают. Вот. Ну, вот лодку не трогал, ребят, ну дней 10, если не больше. 2 недели, наверное, даже. Да. Ну, благо стоит на пристани, все нормально, под присмотром. Вот. Немножко так пыль протер. Заправил свежего бензина, 10. Да, ребят, бензинчик сейчас нынче, ах, роскошь. Да, временишки, конечно. Ну, в общем, что, хочу у деревни походить троллингом, ребят. Многие видели, появились у меня новые воблера. Виталька подарил. Виталец, будешь смотреть, тебе привет. Вот, что-нибудь пошвыряем, покидаем, походим. Съезжу наверх, съезжу вниз. Посмотрю места. Вот. Семейство в отпуске у нас. Все. Девчонки сейчас отдыхать ездили в Кировскую область, там в аквапарк. Покупались хоть там что-то. В общем, я тут на хозяйстве. Ну, короче, вот так. Ну, надо совместно выезд сделать. Погода вроде как позволяет. Ну, надо хоть посмотреть, что происходит. Сам наблюдаю, ребят. Вот тут у нас по железной будке, которая в воде. Вот. Ну, воды очень много. Че? Походим троллингом, поймаем щучку свежую. Вообще будет прекрасно, ребят. Так, задача, конечно, посмотреть места. Очередной раз, ребят, очередной раз в этом году. Это ужас. Ну, многие заметили, что нет рыбалки, нет роликов. Обычно середина июля самый пик лещей на фидер лупим. В основном там фидером ты и занимаешься, потому что жара. Вот.
А тут видите, какие дела. На днях вообще холодно было. Вчера еще вот северный ветер, холодно было. Так что вот сегодня вот распогодилось. Короче, давай базарить, как обычно, люблю. Давайте, ребят, начнем. Короче, поехали. Так, я уже тут подсобрался, ребят. Спиннинг готов. У меня джиговая палка Империал от Наутилуса. Ну, под троллинг я ее использую. Многие пишут, почему без поводка. Как без поводка, ребят? Тоненький поводочек. Вольфрамовый. Не знаю. Ну, короче, я на Печоре на него на 7800 достал щуку. Все нормально выдержал. Хотя выглядит хлюпенько, да. Вот. Подсачник тоже готов. Помните, кто смотрел, он у меня развалился. Не развалился, вот эта штука вылетела. Вот. Надо просто на клей посадить, и все, и нормально будет. А так я тут как-то... Вот, подсачник говно. Да я же сразу сказал, когда первый раз, ребят, его достал, я сказал, говно. Многие даже просили ссылку. Я даже ссылку давать не буду, потому что говно. Так. Водичка антикомарин присутствует. Вот. Ну, наши друзья. Будет пополнение. Коробочку я взял. Вот. В начале сезона хорошо работала натуралка. Вот такая, одну я оторвал, одна у меня обломалась. Вон, видите, ребят. Ну, то бишь этот, лопатка. Надо что-то заклеить, может поработает еще. Потом неплохо поработал вот этот воблер Цуёки 130. С него, наверное, и начну. Вот. Сразу приготовлю зевник. Почему сразу, ребят? Да потому что когда щуку поймаешь, тут надо и держать ее, и доставать. Все как-то это очень неудобно. Пускай она все готово лежит. В лодке место в вагон. Сами видите. Это не какая-то маленькая ПВХшка, где тут не развернешься. Вот. Пусть сразу будет готово. Ну и Виталькину коробку взял. Вот. Тоже вот тут всякие есть. Смотрю, натуралочки. Сегодня будем смотреть. Виталька подогнал у меня. Всяких разных. О, какие красавчики. Рудра. Да, кстати, ребят, воблера еще, они еще шумовые. Помимо того, то, что заглубление, не заглубление, еще есть шум. То бишь в воде, сами понимаете. Не знаю, может, кто был когда-то нырял, когда идет лодочный мотор, и вы ныряете, и такой в ушах писк. Ну, наверное, что-то типа такого в воде происходит. И вот пишет: Андрюха, заглуши мотор. Рыба боится. Нет, ребят, рыба не боится. Короче, вот что-то как-то вот типа такого, ребят. Не знаю, вот. Вон даже что-то по подшипникам нарисовано. Ну, все понятно, что китайское, скорее всего. Ну, как бы ни было. Вот, даже не 130-й даже. Из заглубления, мне кажется, здесь даже. Вот не написано, хреново, блин. Знаете, еще когда... Ладно, на коробке написано, ну коробку ты тоже же потом убираешь, как бы. И когда на воблере не написано, и хрен знает потом, что доставать. То бишь ты не знаешь, что, какое заглубление. Вот этот красивый, нравится мне. Вот арбузики вот эти должны работать. Ну, что-то вот. Вот здесь все написано 133, 24,7 грамм. Ну, все на китайском, понятное дело. Короче, ребят, посмотрим. Пока туда кину. Нацеплю Цуёки. Пока на проверенном. Пару проходов сделаю. Вот. А там будет видно. Что, попробуем, что?
Ну прям с этого обрыва и начнем. Поехал, брат, сестре. На Воровом. Да, течение огромное, ребят. Вот видите, сразу по течению тоже могу сказать, какое заглубление, какое заглубление. Течение сейчас тоже будет свои коррективы вносить. Все, фрикциончик настраиваем. Поехали по тихой грусти. Поймаем щучку одну, будет бомба. Не поймаем, ну и ладно. Да, стоим на месте практически. Вода, конечно, в этом году дает. Ну, дожди. Циклон дождей у нас стоял. А третий уже подъем, ребята. Это сверху очень хорошо ливануло. Гроза там долбила, шаровые молнии, говорят. Деревня там горела. И, в общем, все там затопило. Потом к нам это все пришло, понятное дело. Да, стоишь прям на месте. Я уже вон газу-то нормально так подкинул. Зацепляемся. Вот здесь такая бровка всегда была. Короче, поехали, ребят. Посмотрим. Поклевка, ребята. Поклевочка. Блин, радует. Сюда, в этом месте. Так ударила она, интересно. Походу небольшая, ребята. Да, щучка небольшая. Ну, такая маленькая, ну. Опачки. Тихо, подруга. Тихо. Вот такая. Ну, конечно, такую отпустим, ребят, что. Опа. И сфоткаться не дала. Ну да ладно. Тихо. Давай, малышка. Пускай гуляет. Полотенце. Полотенце есть. В лодке. Блин, ударила так она круто и наверх сразу. Так, ну чё, воблер сработал. Вот тут, блин, аккуратно, шланг же у меня тут идет. Кинул так я дерзко. О, захерачило. Крючки, да, крючки, цуёки тут нормальные. Ну и бывает, что вот 3 крючка слетает. Так, руки уже рыбой запахли. Это меня радует. Так, шланг мы спрячем туда. Ну вот что, отплыл. Я не знаю, 50 метров. И поклевка. Тут все стандартно. Деревенские обрывы, ребят, но они кормят. Поехали. Отличненько. Слетела. Хотел сфоткать, ну ладно. Что, первая поклевка, ребят. Время 10 час дня, утра. Обычно вот в обед хорошо почему-то поклевывает. Замечено уже. Покатаемся. Еще рогаечка небольшая. Таких, что понятно, пускаем. По кайфу в своей лодке, ребят, дома. Рыба не клюет толком. Ну, зато, знаете, никто не жужжит вообще по кайфу. Дома, как говорится, это дома. Так, ну ладно, что, прям дальше. Поднялся 50 метров, вот буквально, поклевка.
Обрыв такой метров 300. Спереди наши ребята старые знакомые, помните? Выводок уток. Блин, они тут, оказывается, и живут. Подросли уже такие уже. Кабанчики такие уже. Ну, с мамой до сих пор. Ну, до осени, наверное, будут они с мамой. Тут недалеко речка впадает, лесная. Почему там они не обитают? Вот именно на этом обрыве как-то и живут. Странно. Вот я за ними опять иду. В прошлый раз снимал, они еще маленькие были. Рыженькие такие красавцы. Вот за мамой. Топ-топ-топ-топ. Бригада. Бригада прет. Обычно мать начинает уже отвлекать, в общем. Она взлетает на крыло и начинает уводить как-то. А тут вот непонятно. Или матери нету. Не могу понять. Они все как бы все на одно лицо. Вот топят, а. Красавцы. Нет, спереди мама. Хотя непонятно. Они уже такие большие. Поснимаем. Наши старые знакомые ребята, бригада. Уже такие большие. Вот красавцы, а. Вот красавцы. Блин, ну уже огромные, я вам скажу. Все, уже утки настоящие. Осенью уже могут стрелять будут, походу. Да. Ладно, я мешать-то не хочу вам. Живите с Богом. Ну, крякают, ребята. Сейчас я пройду и все, и занимайтесь дальше. Ну что, ребятки, обрыв прошел. Кроме уток больше никого не видел. Поедем дальше. Так. Поехали, ребятки. В этом году этот пляж, точнее не пляж, вот этот обрыв, кормит, прям кормит. Сколько здесь не ходил, ну одна всегда попадалась. Сход хороший здесь был. Хорошая щучка. Мелеет, конечно, место. Он буквально посередине, ребят, воблер, он бьет. 2 метров даже нету. Вот почему возле обрывов и ходим. Потому что там, ну, какой-то еще свал, приямок. Да. Река с каждым годом все мелеет и мелеет. Вот пройду сейчас вот этот обрыв. Посмотрим. Даст щучку, не даст, ребята. Сейчас посмотрим. Раньше место такое классное было. Сюда вот, ну до сих пор сюда вон люди приезжают, но вон видите, вон я сейчас иду вот, грубо говоря, вот 1,5 метра даже нету. Но фидером сидеть такое себе.
Как-то так. Так, ребятки, тишина. 2 раза прошел я его. Сначала на этот воблер, потом другой поставил, на зеленый. Ни поклевки, ни тычка. Хотя вот еще раз говорю, когда вот подъезжал, то говорю, здесь вот постоянно вот 1-2. Обрыв небольшой, но вот попадалось. Ну, не знаю, может заезжали, как сказать. Ну тут что, деревенские постоянно тоже катаются, да что, пристойная щука какая-то остается, быстро ее вылавливаю, так скажем. Место заезженное. Вот. Ну, посмотрел вот этот пляж. Думал, может сюда вот по фидеру скататься. Полка интересная, вон там. Вот, ну, вода только-только упала, такой грязный весь. Ну, понятно, что можно стоять, но в этой жиже там ползать такое себе. Так, съезжу сейчас вниз. Посмотрю там пару точек. Вот. Потому что на рыбалку, говорю, надо выезжать. Погода дает. Вот. Ну, места еще не везде позволяют. Только-только открылись, грязные, там ни палатку не поставить, а если ехать с ребенком, женой, ну, надо какую-то поляну, надо какой-то песок, может покупаться там или что-то еще, хотя вода ледяная нафиг. Вот, ну съезжу, что вниз, туда, посмотрю для себя, надо понимание какое-то, вот, ну и там тоже потроллингуем. Как бы не особо упираюсь в рыбу, в большей степени нужно вот посмотреть. Вода падает потихоньку, это хорошо. Но, ребята, уже середина июля, а мы толком еще, говорю, вот на рыбалке-то и не были. Ну, я имею в виду у себя. Да, весной ездил на Изя, на Печору к Руслану. С Русланом, кстати, созванивался, говорит, щучка клюет. Приезжай как-нибудь, съездим, может, на таежку туда. Вот. В целом, тут ждал вот это лето. А лето-то... Вот так говорит, 3 секунды. Ладно, что поделать. Погода свои носит коррективы. Как-то так. Ладно, поехали, ребятки. Что могу сказать, ребята? Только-только место открывается. Блин, тут полка такая должна быть здоровая. Ну, на фидер можно, в принципе, сесть уже. Так-то, если разобраться. Ну, конечно, да.
Вот. Сюда должна коса выйти метров 10 еще. Охренеть, блин. На самом деле огромная еще вода, блин. Ладно, поехали дальше. Да, и тут, короче, тоже мелко, блин. Охренеть. От реки ни хрена не осталось уже, блин. Ух ты, ребята. Ох ты, все. Вот это поклевка была. Срез, нахуй. Вот это удар. Как так-то, блин, а? Срезала. Поводок срезал. Я еще только говорю, о, поводки, говорю, лютые. Блять, вот это мама была. Срезал поводок, ребят. Охренеть, там жаба была. Да. Смотрите, что с поводком сделала. Ну, заглотила, короче, полностью воблер. Ах, обидно. Вот тут такое местечко интересное. Думаю, пройду, посмотрю. Сейчас отъеду. О, хорошая рыба, ребята. Не знаю, ну, огромная. Что-то огромное было. Жесть. Да. Поводок в хлам. Да, труба, блин. Я же думал что-то поменять. У меня здесь были такие уже моменты, такие перехлестики какие-то непонятные. Думал, блин, надо уже и леску здесь обновить, потому что все равно притирается. Ух, не знаю, ребят, успел там что-то подснять, не успел, но жаба была вообще огромная. Это по ощущению просто она вот так туда меня. Просто туда. Жесть. Обидно, ребят, знаете, вдвойне. Ладно, сход. Возможно, воблер сейчас в пасти получается. 3 тройника и, ну, если не освободиться от воблера, то, возможно, помрет. Ну, вот, конечно, труба, блин. Надо поставить вот этот посерьезней. Пускай стоит. Да. Блин, аж затрясло, ребят, адреналина хапнул. Кошмар, блин. Ах, ну чё, на то и рыбалка, ребят, что вот снасти вот надо проверять все-таки. А я еще такой в начале рыбалки говорю, блин. А сам смотрю, поводочек такой, здесь уже у меня искривление небольшое было. Я думаю, ну ладно, что. 130-й воблер, как бы все равно щука в основном не глотает. Попадается, ну, сбоку где-то, не сбоку. Многие даже не ставят поводки, просто на шнуре. Застежку ставят и все. Ах, да. Была рыбка, ребят. Рыбка мечты была. Хорошая, по ощущениям, не знаю. Просто отдай спиннинг. Я сначала думал, тупо зацеп какой-то. А потом смотрю, она туда давит. Я пока что-то мотор, пока камеру там. И все. Че? Попробуем Витальки на что-нибудь. Жалко, воблерок хороший, рабочий был. Сто-30-й. А, 133 миллиметра, 24,7 грамма заглубления. Вот такой.
Вот на воблере жалко не пишут, сколько заглубления. Ну, по лопатке примерно 1,5-2. Крючки тоже огонь, смотрю, все отлично. Ну, Виталий спрашивал меня, какими, Андрюха, не занимаешься. Я говорю, вот примерно такой. Вот такой какой-то интересный. Понятно, эту сейчас рыбу она не клюнет. Обидно, короче. Обидно, досада, ну ладно, что потом поделать. А так что-то там ходил. Не, нифига не клюет щука. Вот, в принципе, может время подходит к обеду. 11:31. Ну да, может из-за этого и поклевка. Ладно, вот такая натуралочка. Желтое брюхо. Попробуем на Виталькин. Так, ребят, он еще и тонущий. Не забывайте, что есть плавающие, есть тонущие. Попробуем сейчас, пройдемся. До конца уже дойду. Там уже мелко, перекат начинается. Вот стояла тут на течении, главное. Тут течение такое бешеное. Как оно вжарило, ребята. Вот это да. Я уже расслабился, такой сижу. Думаю уже, ну все, наверное, не будет сегодня рыбалки. Что-то выходов нету, поклевок нету. Может, время вот как раз подходящее. Я заметил, что к обеду начинает. Жалко воблер, да и щуку жалко. Скорее всего, да, если она заглотила 3 тройника там на чудят у нее, не освободится она от нее. Поклевка вроде, ребята. Что-то ударило так, непонятно. На этом же месте. Небольшая. Вот такая. Блин, смотрите, как жрет-то. Это-то половину чуть не заглотила, блин. Так, ну что, Виталька, разловил я твой первый воблер. Вот такой. Жесть. Не знаю, ребят. За 10 минут вторая поклевка. Возможно, я говорю, вот обеденный выход. Как ни крути. Фух. Но я уже практически вот уже доходил. Это у меня дура вот под кустом взяла. А это вот тут сейчас. Труба вообще. Не знаю, что делать сейчас, ребятки. Попробовать еще пройти, как думаете? Давайте еще пройдем. Полностью пройдем. Может, реально какой-то выход. Поехали. Море волнуется раз. Море волнуется два. Ух, отойти не могу от поклевки, ребята. Жесть. Вот это оно подтянуло. Просто. Я такой уже на лайте сижу. Расслабился. Как вмазало. Не знаю там что на камеру, ну жестко, ребят. Вот. Сам виноват. Надо было все-таки поводочек уже заменить. Ну ладно. Есть, ребята.
Видали? Чудеса какие. Небольшая вроде такая же. Ух ты, ничего себе. Это хорошая, ребята. Это хорошенько. Сейчас свечку даст. Тихо, подруга. Тихо, тихо. Тихо, 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 подруга. Она просто на меня шла. Двушка. Примерно. Примерно двушка. Сюда ходи. Мать, сюда ходи. Есть. Есть, 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 есть. Фух. Отлично. Душенька, ребята, душенька, матушка. Фух. Есть. Тихо, 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 тихо. Тихо, мать. Тихо, тихо, тихо. Ругается что-то. Много лезет, ребят. О, какая малышка. Толстая. Хороша подруга. Можем защекинить ее. Жирная такая. Ну все, Виталькин разловил Виталькин, ребят. Вот жареха уже самый то, самый класс, самый смак. Что-то на кого-то сожрала, блин. Ух ты. Кого-то она, ребят, съела. Больно жирная. Блин, не зря вернулся. Пошел еще раз. Говорю, пойду пройду. И надо же, поклевка. Сдалека хапнула. Не знаю, сколько тут. Ну, 2 тут точно есть. Больше, ребят. 2,5, наверное, даже. Она жирная какая-то. Все, Виталькин разловили. Она что-то бац и вниз куда-то поперла. Я такой думаю, не крупная. Она просто на меня пошла. Потом всплывает, я смотрю, ух, хорошенькая. Пацак выдержал. Вот такой воблерок. Пузатик. Красота. Красота, да и только что. Одной щуки вот этой уже достаточно, ребят. О! Бомбочка. Вот на одном месте, да, вот. Ходил целый день, ходил. Ну как я там, туда катался, туда катался. Посмотрю, думаю, тут места. Ну вот, 12 часов, и вот, пожалуйста, вот поклевки. Блин, походу точно так. И никак иначе. Так, ладно, что, останусь тогда на этом воблере. Что, похожу еще. 2 щуки на Виталькин. Класс. Тонущий такой и тяжелый он получается. Ну ничего, нормально, он щуки по кайфу, походу. Ладно, попылили дальше. Можно даже, кстати, вернуться, ребят, тут на те, которые проходил утром еще. Во сколько там, в 9-10. Попробовать их зацепить. Кстати, ребят, заметили, наверное, да? У меня весла, ребят, это не покрашенное. В термоусадке весла. Саныч мне посоветовал. Корешок у меня, кстати, вчера день рождения было у него. Саныч, тебя с прошедшим. 40 лет.
Все только начинается, как говорится. Андрюха говорит, у меня на работе, говорит, термоусадка есть. Толстая, широкая. Сколько, говорит, весла? Я говорю, ну там где-то 5 сантиметров. Я не думал, что такая она есть. Все. Зашкурил. Ну, деревяшки сами видели, выцвели они. От солнца, от жары, лак вот этот. Я, короче, феном затянул. Все, красота. По кайфу, мне все нравится. 125 градусов написано на термоусадке. В общем, как-то так. Короче, продается, у кого что-то есть такие моменты, ребят, закатываете вообще вон вещь. Сейчас уже похрен. Не знаю, как до солнца будет, как на морозе там. Вот, потому что, ну, лодка постоянно у меня, грубо говоря, на улице. Ну и, соответственно, вот. Так что так. Круто выглядит, очень круто. Так что, Саныч, спасибо тебе. И ну и с днем рождения, дружище. Всего тебе всего. Трофеев таких вот, чтоб легко давались. Прошел ту сторону, получается. Вот 3 поклевки, ребята. Буквально там в 100 метрах, 70 метров, куда там. Вот. Срез мелко и получается вот взяли. Не знаю, дома завесим потом. Жирная какая-то, что-то съела. Еще и много валится. Кстати, у меня, ребят, пришел продольник. Делал мне дядька под заказ. Вот хочу позаниматься продольником. Правда, напарника нету, вот. Ну, а так в целом водичка падает, минок накопаем, сейчас прогреется вода, чтобы можно было в воду залазить. И поставим. Так, походим, попробуем. Надо что-то новенькое, не знаю. Поднимаюсь, в общем, ребят, до моста. Там, если что, заскочу на тот обрыв, пройду быстренько, как бы нет, да и все. Время к обеду, солнышко поднялось. Жарко. Тепло. Такие дела, в общем. Поклевка, ребята. Мелко. Щучка. Мелкая щучка. Хоть бы окунек, что ли, попался. Щурагайки вот эти клюют. Все сущные. Ах ты какая пьявка. Тихо, аккуратно. Ай, тихо. Вот это я и боюсь, ребята. Воткнулся в палец. Крючки острые. И как бы аккуратно надо с этими щурагайками. Ну такая же, вот 300 грамм, 400 они. Давай, иди. Блин, хоть не пробил. Хоть не пробил. У меня был, ребят, горький опыт. Серега приезжал с Кирова на Налима. Может, кто смотрел. Нормально. До свадьбы заживет, как говорится. Тут и крючков бояться надо, и зубов, ребят, надо бояться. Зубы у щуки тоже такое себе. Потом попадает вот этот слизь, яд, и очень долго заживает. Ну, 2 дырочки сделал, ладно. Вот в обед все началось. Ну, видите, мелкая щука. Кто-то берет такую, понятно, что и местные берут, ребят, забирают. Как бы. Тут уже, знаете, уже на усмотрение каждого. Как бы. Просто там дядька к одному подхожу, ну, подъезжаю, говорю, ну что, как? Троллингом тоже ходят, занимается. Сегодня хорошо, говорит, 10 штук. Ну, я у него в сумку смотрю. Ну, там что там, если из 10, там 2 килограмма будет. Ну, короче, ну, я же, говорит, ходил, я же, говорит, бензин трачу туда-сюда. Ну, понятное дело, что. Я же не браконьерю, я же
типа стараюсь ловить. Ну, понятное дело, что они вкусные, конечно, таких пожарить, ух, вообще милое дело. Вот эти 3 штучки даже вот, во. Лучше даже вот эту отпустить, чем вот тех 3 штук забрать, вот этих вкусных. Ну, с другой стороны, что, я возле дома тут как бы себе вон всегда могу одну поймать. Тут же все от людей зависит, как бы. Я тут ничего не выё, пацаны, как бы, не думайте там. Кто со мной давно на канале и знает, что я по рыбе не особо я жадный. Когда мы едем заготавливать, мы берем. А так, в целом, но если есть возможность отпустить, почему бы нет? Я же вон у себя возле дома. В следующий раз я поеду, она меня порадует поклевкой, и мне круто. Вот. Я вон тут вон загораю. Также по охоте как бы. Тут глухарку стрелять нельзя. Почему нельзя? Если она прописана как глухарь, ее можно стрелять, ну, в определенный момент, да, там, осенью. Почему ее нельзя стрелять? Ее можно стрелять. Просто кто-то не стреляет, охотник просто, ну, 2 дырочки, ребята, нормально пойдет. Ладно, тема это такая. Так что так. Тут свеженькую себе одну взял, 2. Все, вот так, нормально. Уже давно, ребят, не за рыбой. Когда есть возможность заготовить, конечно, заготовим. А так, пускай живет, я считаю. Ну, возле дома тем более. Ну, другой же ее поймает, там, мне как многие пишут. Или тот гриб сорвут. Да пускай срывают, ребят, господи. Пускай приедут, найдут время, возможность. Приедут, найдут этот гриб и собирают, пускай, ради бога. Никто не против. Это все от человека зависит. Так что так. Я не говорю, что всю рыбу там надо отпускать, целовать. Это тоже неправильно. Вот я сейчас ту щуку, которая вот срезала у меня, ребят, я вот очень сильно переживаю, что она просто не выживет. Соответственно, как бы, ну, здесь никому, вообще никому. А здесь, как бы, что она за краешек сидит, да что ее не отпустить-то? Понятно, если там налима, вот я там таких достаю, забираю. Ну, потому что налим, ребят, он глотает. А тут, как бы, есть вариант. Тут, ну, богаче не будешь, как говорится, знаете. И привести возможность есть там, как бы, тоже вот по поводу карпов, амуров. Ребят, ну, во-первых, там не довести бы нам было. А так, не знаю, дело каждого, как говорится. Пожарить мы пожарили своего, съели. Так что не знаю, ребят. Кто как думает. Лучше мелких вот этих щук забрать и такую отпустить, или наоборот. Ну, тут не сказать, что трофейная мамка, но она как минимум потомство дает. Эти пиздюльки-то еще, возможно, и не дают даже потомство. Короче, ладно, ребят. Что-то стоим на месте как будто, не? Поклевка, ребята. Очередная щурогайка. Хоть бы окунек, что ли, говорю, бахнул. Ну что это такое, а? Ну это же вообще страшный зверь. Страшный зверь. Чебисы ругаются. Ух ты, ветки. Так, подруга, давай аккуратненько, ладно? Тихо, 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 тихо. Сейчас я тут тебе быстренько раз и раз. Давай, малышка. Блин, такая маленькая, она такую воблю хапает. Так, ладно, что, поехали, переедем. Я хотел, конечно, завершить вот этот маршрут, но у нас маршрут перестроен. Сейчас быстренько туда прокатимся, вот эту сторону еще пройдем.
Вот эту пройдем еще, ребята. И будет нормалды. Потом съездим туда, наверное, и будем завершать. Хорош. Прокатился, посмотрел. Щучку поймал, бензин будем экономить. Тяжелые времена, ребята, впереди. Ну все, братцы, собираюсь. Подсачник пригодился. Не зря я его разложил. Так, ну что, получается у нас сход. Очень крупная щука, ребят. Ну, прям, я не знаю, за всю жизнь, наверное, на троллинг вот это самый был мощный удар. Ну и срез поводка это, наверное, о чем-то говорит. Видать, как-то или поперек хапнуло, или вообще в шахту заглотило. Ну, не знаю, там на камеру как, что видно было. 4 щурогайки, или там сколько, или 5 их там, я даже уже не помню. Ну и вот одна вот, которая в кузовок пошла, сегодня будет жареная вечером. Сегодня баня, на мангале пожарю, приготовлю, покушаем. Вот. Так, в целом доволен, покатался. Задача минимум была, ребят, посмотреть места. Немножко вот сыровато еще, вот с семьей хочу выехать, может на пару дней, не знаю. Впереди погода отлично, 30 градусов, ребята, ну подсохнет, я думаю, куда-нибудь рванем, а то с семьей давно уже не выезжал. Как-то так, ну в общем, опять очередная разведка, очередной спад воды, ребята. Вот. Так что как-то так, давайте, ребят, на природу, дома не сидим. Как-то потихоньку, тяжело, но выезжаем и балдеем. Берем жену, берем детей, друзей и на берег. Июль месяц, ребята. Так и лето пролетит, будем откладывать, ничего не получится. Так что давайте, ребят, собираемся и на природу. Шашлычок, что-нибудь на бережок. На берегу классно. Вот. Ну, домой приеду, взвешу, ребят. 2500 я вот так плюсую где-то ее. Посмотрим. Короче, так. Давайте, друзья, на связи. 165. Душка. Да.